В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутии в зоне паводка развернуты 13 пунктов временного размещения. В Оymяконском районе от воды освободились 22 дворовые территории. В Нерюнгри стартовала вторая смена летнего лагеря «Мужество». Тема этого сезона – эссе Халанхо. Ничто не сохранит память о деятеле так, как его малая родина. В Якутске открылась выставка, посвященная жизни выдающегося якутского деятеля Афанасия Уваровского. 3 миллиона наличкой победителю игр ДГН вручили денежную премию. Дан старты чемпионату по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования обещают стать ярким событием, ведь в них принимают участие не только профессиональные игроки, но и любители спорта. В зоне паводка развернуты 13 пунктов временного размещения, 7 в Оymяконском районе, 4 в Момском, 2 в Абыйском. Накануне в Оymяконский район прибыли специалисты для подсчета ущерба. Вода уходит медленно, при этом прогноз погоды остается неутешительным. С 20-х чисел, по данным Гидрометеослужбы Якутии, в районе Оymякона ожидаются осадки. По предварительным данным, в результате паводка в Оymяконском районе затоплено 328 дворовых территорий в 5 населенных пунктах. В Момском районе паводком затронуты 3 населенных пункта, а именно 55 дворовых территорий и 4 индивидуальных жилых дома. Ну а в Абыйском районе в поселке Куберганя затоплено 16 домов. На сенокос в республике вышли более 4,5 тысяч человек. Уже скошено свыше 8 тысяч гектаров сенокосных угодий и заготовлено 3839 тонн сена. Наибольшие объемы заготовки приходятся на Мегино-Кангаласский и Чурапчинский районы. Сложная ситуация с кормозаготовкой наблюдается в Оymяконском, Момском и Тампонском районах из-за подтопления сенокосных угодий. Действует оперативный штаб Министерства сельского хозяйства республики по координации сезонных сельскохозяйственных работ. В России намерены наладить глубокую переработку продукции оленеводческих хозяйств, пантов, рогов, концентрированной крови, мяса и шкур. Об этом шла речь на круглом столе «Актуальные вопросы развития северного оленеводства» в Совете Федерации. По мнению участников, отрасль сегодня значительно отстает от советских и мировых показателей, несмотря на высокий потенциал продукции на внутреннем рынке. На сегодняшний день перерабатывается лишь около 14% пантов, 16% рогов, 8% концентрированной крови и 33% шкур. Также на мероприятии поднимался вопрос о мерах поддержки в Арктике, таких как агростартапы, льготное кредитование и семейные фермы. Мошенники могут звонить людям от имени государственных органов или банков. Специалисты ВТБ отмечают значительный рост мошенничества, связанного с обещаниями полного списания долгов. Сейчас самыми распространенными схемами обмана стали несуществующие программы по списанию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов. На поддельных сайтах, имитирующих официальные сервисы, жертвам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. В результате жертвы передают свою личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов. В архиве Якутска содержится более 40 тысяч единиц хранения. Это уникальные документы, свидетельствующие о становлении нашей столицы. Подробности в следующем сюжете. В советские годы Якутия из далекой Северной Республики для каторжан и ссыльных превращается в один из промышленных центров всей страны. Конечно, развитие республики сопряжено с развитием ее столицы – Якутска. Советские архитекторы подошли к этому делу основательно и разработали несколько генеральных планов города. Благодаря этим планам мы, люди 21 века, можем лицезреть уникальные фотографии старого Якутска. Приехали в середине 50-х годов целая группа фотографов, которые, кроме там геодезистов, строителей и так далее, которые готовили уже, фотографировали виды города Якутска того времени. И вот у нас есть вот такой альбом, сохранился, «Пейзажи города Якутска», называется, 55-57 года. И вот в этом альбоме сохранились такие фотографии зданий, там вот площадей города Якутска, которых сейчас мы не знаем, не видим. Одно из самых приметных изображений в альбоме – панорамная фотография площади Дружбы 1955 года. Многие, наверное, могут узнать сразу, потому что тут мы видим здание казначейства тогда, Лишевича, архитектора, который сейчас находится, филиал Национального художественного музея. И самое, можно там, тадам, и
представить вам самый главный вот элемент, архитектурное сооружение дореволюционного Якутска – это башня. Есть в муниципальном архиве еще одно изображение площади, сделанное чуть позже, в 1957 году. Правда, тут башня служит скорее фоном для другого, более масштабного строения. И вот 2 года назад, в 1955 году, началось строительство на этом месте здания якутского филиала Академии наук, тогда СССР называется. Теперь вот до сих пор мы видим вот это здание, есть, оно стоит, одно из самых красивых, элегантных зданий в стиле модерн тогда, да, города Якутска середины 50-х годов. И это лишь малая часть из истории старейшей столичной площади. Ржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» из года в год открывает новые имена. В этом году в компетенции обслуживания и ремонт транспорта и горно-шахтного оборудования победителей прошлого года потеснили новички. Абсолютным чемпионом стал Лаша Гуцаев из Айхальского ГОК, который участвовал в конкурсе профмастерства впервые. Подробности далее. Работа с механизмами не терпит суеты. Задания сложные, но не для слесаря 6-го разряда. Разобрать гидроцилиндр, гидронасос, точно измерить деталь, натянуть ремень на генератор. Практический этап чемпионата «Лучший по профессии Алроса» Лаша Гуцаев проходил первым. И первым стал по итогам. Секрет, как он говорит, в привычке качественно работать. Барабанная дробь. Итого, как я обещал, лучшим из лучших, лучший по профессии Гуцаев Лаша, Айхальский ГОК. Лаша в переводе с грузинского «лев». Символ мужества, силы, стремления к победе. Занятия спортом с детства воспитали характер. Но это не имело бы значения, если бы не поддержка коллег и родных. Меня поддерживала семья, болела за меня, жена болела за меня. Сын за меня болел, правда, ему еще 4 годика, но все равно мама рассказывала, что папа будет участвовать. В профессию Лаша пришел 3 года назад, когда с семьей переехал в Айхал из Анапы. Стал работать слесарем 1-го разряда, дорос до высшего. Обслуживание и ремонт транспорта и горно-шахтного оборудования захватило мужчину. Самое интересное – экспериментировать, придумывать что-то новое. Так, у нас выработка в балке. Получается, я думаю, его восстановить уже нельзя. Будем снимать палец центральный, снимать балку. Изо дня в день Лаша дарит горной технике Айхальского ГОКа вторую жизнь. Чемпионат «Лучший по профессии», где он участвовал впервые, дал возможность поделиться опытом с коллегами, обрести новые знакомства. И даже победа не повод почивать на лаврах. Стимул, я думаю, идти все дальше. Хотелось бы в следующем году выступить также, если получится. Лаша уверен, у него все впереди. Ведь когда знаешь и любишь свою работу, невозможного мало. Максим Сороченко, Алена Боровкова, медиакомпания «Алмазный край». Завершился детский фестиваль «Лето в кадре». Целый месяц воспитанники городских пришкольных лагерей развивали медианавыки, писали сценарии, занимались монтажом видео, снимали репортажи и фильмы. Своим опытом с детьми поделились люди, добившиеся успеха в публичной сфере, режиссеры, журналисты и блогеры. После обучения ребята применили полученные знания на практике в рамках конкурса медиатворчества. Сегодня победителей соревнований наградили в 4 номинациях: анимационный фильм, лучший музыкальный клип, короткометражный фильм и юный корреспондент. Фестиваль хороший. Я не думал, что я выиграю данное мероприятие, но получилось так. Мы снимали репортаж про наших инструкторов ПДН, брали у них интервью, спрашивали у них разные вопросы по типу, связанные с детьми и про их работу. Генеральный директор Алроса открыл 4-й комплекс общежития на 120 мест в Накыне. Подробности у наших коллег. Вахтовики Накынской промплощадки готовы к заселению. 4-й блок общежития объявили открытым. Генеральный директор Алроса Павел Мариночев посетил поселок, чтобы торжественно перерезать символическую ленту и поздравить новоселов. Сотрудники компании просили еще один комфортабельный корпус на форуме «Хозактив» в 2023 году. Также в рамках проекта «Голос Алроса» поступали многочисленные обращения работников комбината по улучшению социально-бытовых условий.
Хорошее сегодня событие. Как договаривались, вводим еще один жилой комплекс на 120 мест. Нам после этого останется построить еще один. И на этом программа по обновлению жилых корпусов в Накыне она закончится. Сотрудники Алроса провели гостей мероприятия по свежим помещениям. Первые жильцы заселятся в оборудованные двухместные комнаты. Коридоры первого и второго этажей оформили серыми антивандальными панелями для износостойкости, а стены украсили картинами. Как и в последних жилых корпусах, здесь разместили комнату отдыха для сотрудников. Ее оборудовали настольным футболом, мягкой мебелью, телевизором и массажным креслом. Вот новые корпуса, которые сдались, они идентичные, похожие, вот 4 корпуса. А в старых домах, конечно, вот этого нету. Ну, машинки стиральные стоят, все. Здесь и стиральные машинки, и сушильные машинки, и есть сушилки для обуви, для одежды, все для всех удобств. Придомовую территорию тоже облагородили. Руководители Алроса и глава Нюрбинского района посадили именные саженцы берез, которые станут первыми коренными жителями аллеи героев. В будущем все подразделения компании высадят здесь деревья. Историю и современность Южной Якутии обсудили в Москве. В столице прошел круглый стол, посвященный 50-летнему юбилею Нерюнгринского района. Собрались ветераны строительной сферы, депутаты Госдумы и актив землячества. Докладчики обсудили современное экономическое и социальное развитие района, познакомились с перспективными проектами будущего, а также вспомнили страницы истории, как зарождался Южный промышленный комплекс Якутии, как принимались решения на уровне правительства Советского Союза о создании нового города с нуля на Дальнем Востоке. В 1976 году якутский обком комсомола создал первый отряд якутских комсомолец, и он был направлен на строительство железной линии. В последующие годы якутяне очень активно участвовали в строительстве разреза, потом обогатительной фабрики. Это комплекс, который строила не только вся страна, но и вся Якутия. Тем временем в Нерюнгре стартовала вторая смена летнего лагеря мужества. В торжественном открытии приняли участие сотрудники, вожатые и все отдыхающие дети. Тема этого сезона – эссе Халанхо. Каждое открытие в детском лагере мужества начинается торжественно. Вторая смена посвящена теме Исеха Аланхо. У нас вторая смена посвящена великому празднику Исеха Аланхо. Называется смена «Мы наследники земли Аланхо». Ребята ждут очень многие испытания, связанные с якутской тематикой. Это и театральные испытания, и танцевальные, также квест-игры. К каждой смене готовятся и ребята, и вожатые. У всех отрядов свои названия и девизы. В этот раз все на тему якутского эпоса и культуры народа Саха. Наш улус! Сырдык Сулустар! Наш девиз! Наш отряд Сырдык Сулустар! Для всех разжигаем в сердцах яркий дар! Погружение в тему способствует программа смены. Вожатые подготовили игры, квесты, соревнования и выступления, в которых будут задействованы все отдыхающие. Что касается работы в отрядах, то все также придумывается отрядами. То есть вожатые вместе с детьми придумывают названия, девизы под тематику смены. И сама тематика смены, есть тематика смены, она идет с детьми, обыгрывается и так далее. Лагерь мужества уже давно стал любимым местом отдыха для детей во время летних каникул. Многие приезжают сюда уже не в первый раз, заводят новых друзей и не скрывают своих эмоций. Я провожу время с друзьями, играю в футбол на площадке. Здесь очень хорошо в лагере. Играем, занимаемся чем-то полезным. Иногда можем просто побегать, повеселиться. Я тоже с прошлого года тут, только была на первой смене. Вот. Ну, а так тут очень прикольно, ставим разные сценки, много чем занимаемся, играем. Во время первой смены, которая была посвящена теме дружбы народов, здесь отдохнули 350 человек. Сейчас в лагере 340 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Впереди познавательные мероприятия, игры и положительные эмоции, которые дадут старт для нового учебного года и новых достижений. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри.
На программу «Земский работник культуры» в Якутии претендует 15 человек. Они намерены реализовать новые идеи и проекты в отдаленных сельских клубах. В этом году в регионе предусмотрено 11 квот, в том числе в 5 арктических поселках. Заявки поступили из республики Тыва, Сахалинской области и 12 документов из районов республики. Список получателей будет определен комиссией до 15 августа. До 1 сентября будут подписаны трудовые договоры, и земские работники получат по 2 миллиона рублей. У нас в этом году 11 вакансий в основном из арктических улусов. Это, например, Жиганск, Дикси и так далее. И, конечно же, районы, которые находятся у нас, и не только которые относящиеся к арктическим, тоже подали свои заявки. В том числе это у нас Сунтарский улус Крестях, например. Там построен очень хороший новый клуб. И вот как раз в этом клубе ожидают молодого хореографа. Профессии достаточно такие востребованные, это, оказывается, учителя фортепиано. Кроме того, более такие узкопрофильные хореографы нуждаются в наши клубы и в сельской местности, ну и так далее. В Якутске открылась выставка, посвященная жизни выдающегося якутского деятеля Афанасия Уваровского. В этом году исполнилось 225 лет со дня его рождения. Несмотря на то, что в биографии писателя осталось много белых пятен, организаторы выставки смогли представить зрителям весьма полную экспозицию. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Ничто не сохранит память о деятеле так, как его малая родина. Сегодня Жиганский исторический музей – один из немногих, кто активно популяризирует труды Афанасия Уваровского, их выдающегося земляка. И именно музей стал инициатором выставки. К слову, экспозиция носит название «Первый», отсылая к тому, чем Уваровский навсегда внес свое имя в историю Якутии. Афанасий Яковлевич Уваровский написал на якутском языке первое якутское литературное произведение «Ахтылар», когда у нас еще грамматики не было. Он там записал традиции, фольклор, быт, даже сказки. И самое главное, он впервые записал якутскими буквами первую олонхо «Эр Соготов». И только вдумайтесь, труд этот был опубликован сразу аж на нескольких языках. Само собой, на якутском и нет, не на русском, а на немецком, французском и даже английском. Таким образом, в далеком 1848 году именно Афанасий Уваровский открыл Якутию для всего мира. И несмотря на это, исследователям только предстоит узнать подробности о жизни этого деятеля. Наш молодой сотрудник Айсен Васильев буквально на днях выиграл большой грант Российского научного фонда. И бесспорно будут какие-то новые поиски в архивах. В том числе, конечно же, хотелось бы и больше узнать об Афанасии Яковлевиче Уваровском, потому что он был, кроме того, что он вошел в историю культуры, письменности нашей республики, ну и известным общественным деятелем. Конечно, доподлинно неизвестно, как выглядел Афанасий Уваровский, как неизвестна и точная дата его рождения. Именно поэтому 225-летие деятеля празднуется в течение всего года. И тем не менее, центральным экспонатом выставки стал вот этот вот бюст. На сегодняшний день единственный во всей республике. Здесь же представлены и уникальные меховые панно, созданные мастерицами Жиганского района. Изделия очень удачно дополняют лаконичную экспозицию. Вся остальная информация представлена в мультимедийном формате. Прикоснуться же к эпохе Уваровского можно будет в музее «Россия. Моя история» до конца лета. Причем бесплатно. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. В Якутске проходит открытый чемпионат по баскетболу «Гюнтер Кап». Соревнования проводятся в Якутии уже во второй раз. В этом году участвует 160 человек и 41 команда, включая сборную Москвы. Сейчас за звание чемпионов борются спортсмены из 6 разных возрастных категорий, начиная с 10 лет. В рамках чемпионата также проводятся сборы, во время которых участники повышают уровень своего мастерства. Дети, как всегда, настроены прям показать хорошую игру, но никого не жалеют, потому что они, это не 5 на 5 баскетбол, то есть одна большая баскетбольная команда делится на 3-4 команды, и они играют друг против друга. Это как бы больше касается малышей, там 10, 11, 12, 15 лет. Они, то есть друг друга никто не жалеет, но играют в полную силу, показывают хорошую, красивую, яркую игру. Что они получают удовольствие, я думаю, и зрители то же самое.
Победителю игр Дыгына Борису Сдвижкову вручили 3 миллиона наличными. Традиционный вечер ежегодно организовывает генеральный спонсор игр, президент Федерации национального многоборья республики Алексей Пенигин. Также денежными грамотами были отмечены Иван Степанов, самый молодой участник соревнований, и Иннокентий Макаров, первый победитель игр Дыгына. В Якутске дан старт чемпионату по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Спортсмены будут бороться за звание сильнейших на протяжении нескольких дней. Соревнования обещают стать ярким событием, ведь в них принимают участие не только профессиональные игроки, но и любители спорта. О подробностях расскажет наш корреспондент. Волейбол – это один из самых массовых видов спорта в республике. По данным Управления физической культуры и массового спорта, количество занимающихся насчитывает порядка 38 тысяч человек. В чемпионате участвуют 12 женских и 9 мужских команд из 14 улусов. Игры проводят по групповой системе до 2 побед, поэтому у каждой команды есть возможность проявить себя. Для некоторых из них соревнования – это новый опыт. Вообще мы участвуем первый раз, и для нас сейчас опыт, и все великолепно. Занимаюсь волейболом 5 лет, пляжным не очень, играю обычно в классике. Решил попробовать себя в пляжном. Пляжный волейбол отличается составом команды, отсутствием замен и другими правилами, такими как подсчет очков. Кроме того, пляжный волейбол требует больше универсальности, так как нет четкого разделения на позиции, и игроки должны быть готовы к разным ролям. В связи с нашими погодными условиями у нас пляжный волейбол проводится только буквально с конца июня по август включительно. Да? Это чемпионаты по пляжному волейболу детскому, по взрослому, день физкультурника. Но иногда ребята собираются, сами проводят какой-то коммерческий себе турнир. Несмотря на то, что сезон этого вида спорта в Якутии довольно короткий, отмечается высокий уровень подготовки и позитивный настрой участников. Ожидаю, что будет хорошая игра, команды сильные, все пришли за победой. Игры будут очень насыщенные, борьба будет замечательная. Ребята все подготовленные, потому что на протяжении этого месяца, когда позволяла погода, здесь на пляже вообще невозможно было поставить сетки, потому что все приходили, устанавливали сетки, все играли, все тренировались и готовились. Уровень, как и в предыдущие года, он будет высокий, накал будет очень такой высокий также, поэтому мы ожидаем зрелищных, хороших игр. Чемпионат только начался, и впереди еще много интересных матчей. Кто станет сильнейшим, покажет время, но уже сейчас очевидно, что эти соревнования – это не просто турнир, а праздник, объединяющий людей любовью к спорту. Анастасия Пуляева, Нюргун Старостин, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.